Сегодня молчит. В недоумении. Тает. Тает во рту. Столб такой ставили, туда подарки вешали. Так случится, что в один прекрасный день утром проснемся и YouTube закрыт. Немножко с вами побеседуем, потому что нам кое-что нужно сказать вам, и мы просим у вас прощения. Всем привет, дорогие друзья! Мы опять на кухне собрались с Сережей. И хочу приготовить, такой ужин. Быстрый ужин. Да. Всем привет, дорогие друзья! Я тоже с вами поздороваюсь и скажу. Небольшой такой рецептик, когда быстро и сытно надо что-нибудь приготовить. И во время готовки еще можно чем-нибудь заниматься другим. Давайте. Ну, когда это все будет в духовке. Да. Вот так. Так, значит, я картошку разделяю на такие части. У нас, друзья, вот уже март, да? Вот смотрите, что с картошкой ничего не случается. Она у нас в подвале хранится, в подвале дома. И вот смотрите, не в яме, нигде, но она твердая, беленькая. Аж прям хрустит еще. Твердая такая. Вот так. А на дворе уже март, уже весна. Так, солю картошку. Ну такой своеобразный маринад, давай. Да. Потом перец. Так, посыпаю паприкой. И кладу масло растительное. Ну где-то ложки 2, наверное, вот я посмотрел. Где-то, наверное, ложки 2 получилось масла. И это все потом перемешиваю. Вот с этими приправами. Очень такой простенький рецептик. Делается быстро и получается очень вкусно. Главное, сытно. Да, сытно, вкусно, быстро делается. Ну, там в духовке вот, час нужно подождать. Ну, это не надо стоять возле плиты. Ну, я и говорил, что когда в духовку это все отправим, будем чем-нибудь можно другим заниматься. Так, значит, это все перемешали. Равномерно у нас картошка полностью покрылась с этими приправами. Так. И, значит, будем класть на противень. Так. И, значит, картошку кладем на противень. То есть первым слоем сразу идет картошка. И хочу еще добавить, лук в это блюдо Маша вообще не кладет. Кому-то, наверное, лук будет приятен, а вот сюда лук Маша вообще не кладет. Я кладу потом вот эти готовые уже тефтели. У нас заранее приготовленные тефтели, замороженные. Ну, тефтели, думаю, если кому надо, там рецептик всегда найдете, как приготовить эти тефтели. Мясные тефтели. Вот между картошками, даже не сверху, а между картошками так. Между картофелинами такими. Да, вот кладу я эти. Равномерно распределяет вот эти тефтели. Так, сейчас я включаю духовку. Сразу ставлю на 200.
О, жар-то большой, 200 градусов оказывается. Это все будет под фольгой. Так, закрываем это все фольгой. И пусть испекается у нас, ну, часик примерно. Потом еще минут, наверное, 15 будет без фольги, чтобы подрумянилось сверху. Так. Это вот так закрываем плотненько. Надо было пораньше духовку включить. Вот. Это готово. Сейчас подождем, потом в духовку на час. Ну, и что скажем? Что расскажешь? Я внимательно слушаю тебя и Сегодня молчит. в недоумении, почему ты духовку раньше не включила. Вот именно. Сразу надо было духовку включить, но ты тоже Ну, молчишь, сидишь. Потому что сейчас мы выключим немножко, чтобы это время быстро прошло. Сейчас на столе приберем, сейчас пока духовка греется. Мгм. Ну что, друзья, отправляем готовиться нашу картошку с тефтелями. И будем потом ждать. Духовку. Вот так. Ну, на час. 60 минут, если точно. Да, на час отправили. Сидим, друзья, ждем наш быстренько это все, когда у нас уже скоро приготовится вот-вот наш ужин или обед, или в данном случае у нас ужин. И это у нас заканчивается масленица. Масленица, скорее всего, будут проводы зимы тоже. Будут, наверное, сжигать чуть, ну вот это чучело или что ли сейчас там. Помню, вот раньше у нас очень много тоже праздновали, всегда проводы зимы были, праздновали в деревне, ну, в селе-то. Но не было, ты помнишь, что чучело какое-то сжигали? Не было Раньше так. не было такого. Ну, вот во время Совета у нас, Советского Союза, не было такого, чтобы чучело у нас сжигали. Но эта традиция, наверное, в русских селах есть, она и была, что на Масленицу, вот она сама и Масленица называется, это чучело, сжигали. Сжигали, потом, ну, типа весна, что ли, наступала. А у нас такого не было. У нас, я помню, ну, ты помнишь, нет, Маша, вот эти праздники, вот, объявление там висит на киноафише, например, завтра вот будет проводы зимы. И собралось все село вот большое, и собрались все люди с с деревень, близлежащих деревень. Соревновались там, доставали, столб такой ставили, туда подарки вешали. Помнишь, нет, вот это все? Не помнишь? Ну, это прекрасно. В памяти осталось. Да, люди, каждый старался урвать самый дорогой подарок, там вешали шампанское, там еще что-то, и, ну вот такие призы. Барсик пришел туда. И соревновались еще гирями, ну, Да. кто сильнее там. Весело было, продавали всякие вкусняшки, это все весело, играли, гармошка, на лошадях, там тройки, просто по селу катались. Очень весело было, а мы детишки такие, нам бы вот этих вкусняшек, там конфет, покушать вот этих петушков, там, потом выпечек всяких вкусненьких таких. Очень весело было, музыка играла, выступали все очень много. Сейчас тоже стараются это делать, но не получается так весело, почему-то не получается. Вот сейчас, кстати, чучела сжигают.
Начали. Да, сейчас, кстати, вот это чучело масленицу сжигают. Вот. И, ну вот, это уже у нас тоже вот заканчивается сегодня уже прощенное воскресенье, скажем. Ну, вернее, вот эту съемку мы ведем чуть-чуть пораньше. А видео выйдет прощенное воскресенье. И поэтому я говорю вот сегодня, что прощенное воскресенье. Видео. Сейчас еще вот на неделе масленица такая. Ну, Маша играется там с котом. Ну, прямо цепляется, да? Да. Мурлычет, курлыкает. Вспомнилось вот это проводы зимы такой. Ну что, друзья, приближается время уже, что блюдо наше приготовилось. Мы уже вытаскивали, я просто не стал снимать. Фольгу уже убрали. И еще минут держим, вот уже, ну, готово, наверное, уже почти. Это минут держали без фольги. Вот такая вкусняшка у нас. Конечно, сейчас это все Маша будет посыпать укропчиком таким. Многие скажут, что сюда нужен лук там. Но мы обошлись перцами и паприкой и укропом. Вот такое картошка. Картошка, тефтели, все в одной посуде. Да. Это все очень вкусно, друзья. Сейчас будем пробовать и немножко с вами побеседуем. Немножко с вами побеседуем, потому что нам кое-что нужно сказать вам, о чем небольшое такое из новостей что-то сказать. Вот мы будем сейчас беседовать. Сначала попробуем нашу вкусняшку и будем беседовать с вами. У нас все готово. Да, и мы по традиции будем пробовать, на камеру попробуем. Ну, это все очень горячо, и немножко, конечно, ждать надо, чтобы остыло немножко. Я знаю, что вот картошка такая нежненькая. Это блюдо, такой вот парадокс. Картошка дольше готовится, чем вот тефтели. Тефтели быстрее готовятся. Тает во рту. Что тефтели, мясо, что картошка. Всем советую. Вот такой укропчик здесь придает особенно вкусный аромат. Я не очень любитель укропа, но вот в этом блюде картошка и тефтели подходит в самый раз. Очень вкусно. Без лука очень вкусно. Да? Ну, то как, я готовлю. Можно лук, но я думаю, лук будет немножко горьковатый оттенок давать. Потому что он не будет жареный, он будет просто вот тушеный. И думаю, лук здесь не нужен. Но кому как. Мы никого не учим, показываем как есть. То, что очень вкусно. Очень вкусно и самое главное, сытно быстро. Вот, например, пришли гости. Пока там разговаривали, то все быстренько, а это уже готово. Уже горячее, угощиться теми можно даже под крепенький напиток. Картошка самая вкусная еда, наверное. Ну, в деревне картошка это самое то. Вот так. Дальше мы будем пробовать уже, друзья, дальше кушать без вас, конечно. Но перед тем, как заканчивать фильм, я хочу немножко с вами поговорить. У нас вот такая ситуация возникла. Вы, наверное, может и в курсе, кто-то может в курсе, кто-то может еще не в курсе. Ну, в основном знают это, которые занимаются ютубом, которые снимают ролики и выставляют. Конечно же, не очень приятно, когда вот отключают монетизацию. У нас в данном случае YouTube отключил монетизацию на территории России. Все, кто смотрят там за границей, там Германия и другие страны, в основном меня из-за заграницы смотрят и в Германии в основном, а потом еще остальные страны, там и Англия, и другие страны, Украина, и Белоруссия, Казахстан, все это такое. Там монетизацию не отключили. Вот
те просмотры будут засчитываться и будет немножко такой бонус к нашим видео все-таки будет. Ну, основной процент, конечно, Россия, и это печально, что... Но я считаю, что неправильно прекратить выпускать, ну, то есть наши видео. Не денег же ради этого все делается. Ну, деньги это бонус, как бы. Приятный бонус нашего хобби такого. Приятного хобби. Это нам нравится, и мы дальше будем делать, вне зависимости, хоть вообще будут отключать монетизацию. Вообще даже на совсем. В чем риск? Риск в том, что с нашей стороны, уже с российской стороны, закрывают. Ну, например, Facebook закрыли. Facebook закрыли. Также может так случиться, что в один прекрасный день утром проснемся и YouTube закрыт. На этот случай вот я выставлял в нашем сообществе ссылку на наш Дзен-канал с Машей. Это те же самые видео, что выставляем на YouTube. И чтобы вы нас не потеряли, вот вдруг наш YouTube канал закроют вообще, не нас в частности, а вообще YouTube. И чтобы вы знали, где эти же видео будут, что будем выставлять туда видео, да и сейчас выставляем. Канал называется «Деревенские заметки» на Яндекс.Дзене. Я оставлю в закрепленном комментарии эту ссылку на этот канал, и вы можете найти, на всякий случай, я вот предупреждаю. Ну, говорю вам, что вы можете найти нас там потом, если так случится. Ну, надеемся, что все-таки дело до этого не дойдет. А рядовому зрителю то, что эту монетизацию отключили, даже очень прекрасно. Не надо никаким... Я сейчас YouTube смотрю, вообще рекламы нет, очень хорошо. Вот так. Ну и, друзья, это видео выйдет в прощенное воскресенье. И есть такая традиция попросить прощения у близких, у знакомых. А у нас очень большая аудитория, так сказать. И мы просим у вас прощения в этот праздничный день. Вот так. Простите всех нас. Простите нас. А дальше уже в комментариях вы ответите, как по православному отвечают православные люди. Угу. Вот. Что хотели сказать. Показали небольшой рецептик, сказали, где и как если найти, если вы случайно вдруг так случится, что вы нас потеряете. И попросили прощения от вас. Вот. Ну а в остальном все у нас хорошо. И дай Бог, желаем тоже всего хорошего. Не хочу вот подробно в эту тему залезать, но я искренне желаю мира. Мира желаю всем. Плохо это, когда боишься чего-то. Плохо это, когда боишься за близких, за родных, за друзей, за детей. Мира желаю вам, всем людям. Вот. Ну и заканчиваю это видео. Да, вера в будущее, вера в хорошее. Конечно, верить тоже надо. Дай Бог, все будет хорошо. Всем пока, друзья. До новых видео. Пока-пока. Пока.